Вообще-то, на самом деле, два всего направления. Оба не очень перспективных, но одно из них еще и дорогое. Начнем с дорогого. Подавать иск в суд. Это обойдется в 5% от суммы иска. Сумма иска там 10 тысяч рублей. То есть 5% от 10 тысяч – это 500 рублей. $250 госпошлина, ну плюс, наверное, еще услуги адвоката понадобятся. Вот. Однако это без гарантии. И второе – бесплатный способ. Да, способ бесплатный я бы написал прокурору. То есть смысл в чем? Банк – это коммерческая организация, несмотря на то, что учредитель государства Беларусьбанка. Следовательно, его основная цель – извлечение прибыли. Банк дает вам кредит и получает прибыль в виде процентов по кредиту. Вот. Таким образом, банк не вправе ставить зависимость, возврата своего долга от возврата долга банку. То есть банк вам должен отдать деньги, а потом их взыскивать со своего должника. И в принципе вас не должно волновать, каким образом банк это будет делать. Поэтому вначале банк возвращает деньги вам, то есть он перерасчитывает стоимость кредита, а потом он уже каким-то образом взыскивает деньги с ПМК или с СПК, как у нас, с ПМК 109. А если, например, ПМК вообще никогда денег не отдаст банку, или там ПМК обанкротится, что тогда вы никогда не получите своих денег, что ли? Это типичные гражданские правовые отношения. Кредитор, должник, привести ссылки на нормы законодательства, пускай прокурор тогда принимает меры реагирования и пишет банку представление о недопустимости нарушения законодательства и дает срок для исполнения обязанности, то есть вернуть вам долг путем перерасчета стоимости кредита.